Өз азаматтарының әл-ауқатына қамқорлық жасау кез келген дамыған мемлекеттің басты міндеті. Сондықтан да тәуелсіз Қазақстанда халықты әлеуметтік қорғау қашанда бірінші орында. Бірақ азаматтарымызға қамқорлық жасау, халықты әлеуметтік қорғау қызметкерлері асыл кәсіп иелерінсіз мүмкін емес. Ал олардың Қазақстандағы ерен еңбегіне құрмет ретінде қазан айының соңғы жексенбісінде әлеуметтік қызметкер күні аталып өтіледі. Бұл күн мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық кәсіби мерекелер күнтізбесіне енгізілді. Социальный работник – это работник самого благородного труда. В этой профессии не бывает случайных людей, и сюда приходят не за большими деньгами, а по велению сердца. За годы суверенного развития Казахстана создана национальная многоуровневая модель социальной защиты населения, сформированная на сочетании базового государственного социального обеспечения, обязательного социального страхования, накопительного пенсионного обеспечения и социальной помощи. Сегодня система социальной защиты населения области – это сбалансированный коллектив единомышленников, объединенных общей целью – сделать как можно больше для людей, нуждающихся в помощи. В системе социальной защиты области работают более 2000 человек, которые своим ежедневным трудом обеспечивают реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации государственных выплат, безопасности труда и трудовых отношений. Каждый день 133 специалиста госкорпорации оказывают более 130 государственных услуг в части назначения 44 видов пенсионных и социальных выплат. С 2011 года функционируют центры занятости населения области. 232 специалиста центров занятости стоят на передовой, борясь с безработицей в прямом смысле. С момента создания центрами занятости населения охвачено мерами занятости 166 тысяч человек. С момента вступления в силу закона о государственной адресной социальной помощи число малообеспеченных граждан по области уменьшилось с 55 тысяч до 20 тысяч человек. Для оказания помощи нуждающимся гражданам создана структурированная система стационарных и нестационарных медико-социальных учреждений, социального обслуживания на дому, в которых трудятся основная часть социальных работников. Более 10 лет социальная сфера работает с неправительственным сектором, который оказывает действенную помощь в реализации государственной политики социальной защиты населения. Среди работников самой доброй сферы подавляющее большинство – женщины. И это не случайно, ведь их бескорыстная забота об опекаемых сродни материнской. Нужно быть очень чутким, душевным человеком, чтобы взять на себя груз забот о самых слабых представителях нашего общества. В 2020-2021 годах пандемия усложнила жизнь многих казахстанцев, особенно тех, кто и без того находился в тяжелой жизненной ситуации. В целях нераспространения коронавирусной инфекции работники медико-социальных учреждений, оставив свои семьи, проживали вместе с получателями услуг в учреждениях, осуществляли доставку продуктов питания на дом нуждающимся. Даже при остановке общественного транспорта социальные работники посещали и осуществляли уход за своими подопечными. Вряд ли существует другая сфера деятельности, где сочувствие, милосердие и житейская мудрость играли бы такую роль, как в социальной работе. Эта профессия несет в себе не только помощь конкретным людям, но и подает пример гуманного отношения человека к человеку. Сегодня мы чествуем социального работника, простого человека, для которого слово «милосердие» имеет особый смысл, смысл его жизни. И это чествование они заслужили по праву. Ведь именно благодаря им этот мир становится добрее, теплее и светлее.